Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Резкая смена событий. Случится то, чего совсем не ждете. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте посмотрим, что готовит для вас ближайшее будущее. Какая резкая смена событий произойдет. И что же на самом деле случится. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть скроют нам то, что сейчас не скрыто. Да, я нужно слышать и узнать. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое, конечно же, не пропускайте. Смотрите, в самом основании рисунка у вас четкий знак помощи. Это такой, знаете, дружеский лифт, назовем это так. Здесь человек вам помогает подняться. Не просто вот встать на ноги, но и подняться на определенную высоту. В ближайшем будущем появится в вашей жизни тот, либо станет рядом с вами тот, кто будет помогать вам возвыситься, да, занять более важную позицию в жизни, либо высокую должность, опять же, обрести новый уровень жизни, да, новый уровень в достатке. Вижу человека, который всеми силами вам помогает. Человек этот вам в сегодняшнем дне совершенно не знаком. Это новое лицо, причем совершенно неожиданное лицо. Так что, мои хорошие, совсем скоро появится тот, либо та, кто очень-очень много для вас сделает, много хорошего, много доброго для вас сделает. Столько, сколько для вас еще за всю вашу жизнь никто и никогда не делал. Помощь не только встать, но и возвыситься. Да? Дружеский лифт. Ну, по-другому тут и не скажешь. Это прям в корне рисунка. То есть по центру. И это неизбежно, это по судьбе. И это было написано вам на роду еще до вашего рождения. Вот так вот, мои милые. Появится тот, кто будет вас, ну, грубо говоря, тянуть вперед и вверх. Хотите вы этого, не хотите вы этого, но это точно будет. Здесь дружеский лифт. Дальше, мои милые, гиену вижу. Гиена. Здесь кто-то себя поведет как гиена. Какое-то предательство вижу, предательство с улыбкой на лице, да, потому что гиену показали. Человек улыбается и свое грязное дело делает, похоже на предательство. Чем это будет больно? Да тем, что это будет неожиданно. И тем, что человек, который будет совершать это предательство, прям клялся, божился, что я твой друг там навеки, да, я твой брат, я твоя сестра, мы там, не знаю, одна семья, я для тебя все, да, никогда не предам, никогда не отступлю, никогда не отвернусь. И вот с улыбкой на лице будет делать гадость вам этот человек. Это неприятный момент, но вы его точно переживете. Здесь вам какие-то выводы нужно будет сделать. Без этих выводов вам сложно идти вперед. Да? Вы должны быть готовы в жизни ко всему. Вот предательство это вы переживете, это что-то несерьезное, это что-то неважное, это то, что легко вот так переступите и дальше пойдете. Но и осадочек будет, да, и правильные выводы вы сделаете. С человеком этим вы сейчас общаетесь, очень плотно общаетесь, дружите, не знаю, там вместе время
очень продуктивно проводите. Ну вот с улыбкой на лице человек совершит предательство. Важный, ценный опыт жизни вы получите, правильные выводы сделаете. После этого предательства у вас правильный подход к дружбе сформируется. Вот такой правильный, истинно правильный именно для вас и для вашего будущего. Не думайте, что ой, как плохо, ой, как страшно, предательство меня ждет. Нет, относитесь к этому как к очень ценному опыту, как к шагу вперед в ваше будущее. Мы ведь в процессе жизни учимся, обучаемся, обрастаем новыми знаниями, навыками. Ну вот здесь у вас и новый опыт получается. Так, с левой стороны клык. Смотрите, какой большой клык. Кто-то об вас зубы сломает. Знаете, посыпятся зубы у какого-то не очень хорошего человека, который попытается вас то ли укусить, то ли погрызть, то ли какой-то вред вам причинить. Кто-то об вас точно сломает свои вот эти клыки опасные. Знаете, настолько это будет резко, настолько это будет неожиданно, вы даже и не успеете, как говорится, испугаться. Вы даже и не поймете, что происходит. Человек, который пытался вас укусить, покусать, впрыснуть в вас вот этими клыками свой яд, потеряет свои клыки. Для этого человека будет просто невероятный удар. Как это так? Я об нее сломал зубы, либо сломала зубы. Человек этот удар навряд ли переживет. У человека, знаете, как бы вам это сказать, такое разочарование будет дикое, дичайшее. Но опять же, представляете, зубастому человеку зубы потерять. Он ничего больше в жизни не умеет. Вот привык все брать своими этими зубами, нахрапом, нагло лезть, вот, урывать куски, а тут зубы потерял. Все, считай, пропало, да, на пенсию спишут. Ой, человек будет страдать, мучиться. Вас этот человек никогда не забудет. Будет считать, что вы просто какой-то невероятный, сильный, страшный враг. И будет обходить вас не то чтобы 10-й дорогой. Возможно, даже локацию свою поменяет, лишь бы вас не видеть. И еще раз об вас, я не знаю, какую-то травму не получить. Да? Тут зубы сломал, потому что еще голову себе сломает об вас. Да? Лучше от греха подальше, я куда-нибудь хамылю и уйду. Вот до такого даже может дойти. Вот какой вы вывод для себя сделаете, что вы просто из стали и бетона, что об вас любой зубы сломает, да, и вам некого бояться. Пусть вас все боятся. Но оно так приблизительно и будет. Хороший человек вас бояться не будет. А вот плохие будут 10-й дорогой оббегать. Потому что пойдут разговоры, пойдет слушок о том, что вы очень сильный человек, что с вами ни в коем случае связываться нельзя, что не жертва вы, не жертва, понимаете, вот в таком ключе. Для вас это, кстати, очень хорошее событие. Правда говорю, вы не поймете, что происходит. Как-то все это резко случится в один момент. Но это точно случится. Видите, клыки потеряны, выпали клыки, все. Рот пустой, нечем кусать. Да? Человек беззубым станет. Дальше поднимаемся, мои хорошие. В ближайшем будущем. Знакомство у вас идет в ближайшем будущем. Мужчина с женщиной познакомится, женщина с мужчиной познакомится. Вижу знакомство и вижу, как соблазн идет в этом знакомстве. Значит, вы соблазняете и вас соблазняют. Мои хорошие, делайте, конечно, что хотите, но вот такой совет. Постарайтесь этот соблазн все-таки в дружбу перевести. Вам не любовниками надо становиться, а друзьями. Вот как друзья вы очень ценны будете друг для друга и очень многое вместе можете сделать, добиться. А как любовники, давайте так скажем, это ненадолго. Это ненадолго, и потом как-то быстро интерес друг к другу потеряете, и как разбежитесь, разойдетесь. Потому что как-то неудобненько будет, да, с любовником потом, либо с любовницей дела иметь. Дружба. Вы встречаете для того, чтобы дружить, а не для того, чтобы любовниками стать. Страсти тушите, гасите. В себе, в первую очередь, тушите и гасите. Страсти не должно быть. Должна быть между вами дружба и доверие. Вот. Встреча вам это идет действительно во благо. И плюс на базе этой дружбы что-то должно быть создано. Вот вами двоими должно быть создано. Человек абсолютно новый. Еще вы этого человека не знаете, в глаза не видели.
Не для любви идет человек, для дружбы идет человек. А в дружбе что-то будет созидаться. Очень важное и ценное для вас двоих. Дальше, мои хорошие. Не ждете вы правды, не ждете вы справедливости. В каком-то деле, в какой-то ситуации, а может быть даже в каком-то суде. Но вот все так выглядит, как будто бы сговор, как будто бы кумовство, как будто бы, ну, у кого есть деньги, тот и прав, да. Как будто бы у кого есть знакомство, тот и прав, да, в таком ключе выглядит. Но правде быть и правду не скрыть. Здесь я вижу справедливость, причем справедливость очень жесткую, жестче, наверное, чем самое жестокое наказание. Здесь явно, ну, наверное, планочка перегнется все-таки в этой жесткости. Но опять же, это в назидание другим людям идет. В назидание. Вижу, что вы по правую сторону стоите, ну а те, кто ваши обидчики, притеснители, они слева стоят. Причем в очень странной позе, я бы даже сказала, в болезненной позе. Там и страшно, там и больно, там и не выберешься. Но правда и справедливость точно выйдут наружу. И здесь закон, буква закона правит все. Как бы они там ни подкупали, ни договаривались, сговор не сходились, здесь буква закона во главе всего стоит. И все будет по закону. И очень жестко, прям невероятно жестко. По злому, я бы даже сказала, да, прям жестоко, можно сказать. Но вам бояться нечего. Вы с правой стороны стоите. Вы все разные, у каждого своя ситуация, но здесь все по праву, по справедливости, по закону пойдет. Мосты вижу разрушенные. Несколько мостов разрушены. Это как люди, с кем вы перестали общаться, дружить, встречаться перестали. Да и родственники могут быть, да и друзья могут быть, и просто какие-то приятели. Вижу, что мосты будут восстанавливаться по одному. Сначала один, потом второй, потом третий будет достроен. Мосты восстанавливаются. Люди, которых вы считали для себя, ну, потерянными, да, ну, по разным причинам. Может, там конфликт произошел, может, недопонимание, может, жизнь вас там в разные стороны разбросала. С этими людьми мосты будут восстановлены. 3 моста у вас вижу. 3 моста. По очереди. Сначала один, потом второй, потом третий. Так, еще. Перед вами распахнется какой-то, ну, как не дом, здание, скорее всего, да, не дом, а здание, большое здание распахнется перед вами, дверь распахнется этого здания, либо ворота перед вами откроются. Но прям такой большой проход, большой проем. Вы там не были, но вы это здание видели. Оно есть в вашей памяти, есть в вашем сознании. Мимо проходили, проезжали, может быть, мимо. Вот явно вы это видели. Вот 100% видели. Вам и в голову не приходило, что вы туда сможете войти. Либо что появится такая для вас возможность, либо необходимость, да, зайти в это здание. А вы туда пойдете. Вы туда пойдете, и там вам будут рады. Не могу сказать, что с вами там случится, но вижу, что там вам будут рады. Хорошие впечатления у вас будут, очень хорошие. Кого-то награждать, может быть, там будут, кому-то будут помогать. Третьи там работать станут. Понимаете, в таком ключе информация. Вам там будут рады. И там вас никто не обидит. Наоборот, только хорошее с вами там произойдет. Дальше. Удачная рыбалка, удачный улов. Вижу, что как-то мало воды. И вы в этом малом количестве, объеме воды что-то ловите, рыбу ловите. На улов вы не рассчитываете, но улов у вас богатый. Здесь вам кто-то подскажет, что вам делать, где вам эту рыбу ловить. Подсказка будет, но вы в нее не поверите. Вы пойдете либо от нечего делать, либо, как знаете, ну, ладно, пойду проверю, да, что мне терять. Вы очень удивитесь, когда вы много рыбы поймаете. Это может быть работа, может быть какой-то вид деятельности. Воды мало, то есть не потребуется много усилий, но результат превзойдет все ожидания, даже как обещания, которые вам были даны. Вот вам эта рыбалка точно понравится, очень понравится.
как-то быстро можно будет заработать хорошую сумму. Быстро, вот прям, да, без лишних там суеты, усилий. Хороший момент, вам подскажут, либо как написано это будет, либо вам письмом сообщат, там, переписки, например, либо на ухо вам нашепчут, да, вот куда идти, где рыбу ловить, где место рыбное. Да. Смотрите, еще такой момент. Вы, в свою очередь, уже никому не рассказываете, иначе вы эту ценную информацию сообщите всем подряд, все пойдут ловить, и вам потом уже не достанется. Ну, либо как это разовый улов у вас будет. Такой совет, да? У вас что-то получается, к вам денежка идет, молчите об этом, молчите. Не стоит всем на свете об этом рассказывать. Такой совет. Так, еще вы не ждете. Не ждете вы какого-то как исцеления, улучшения, исцеления в своем самочувствии. Опять же, болезни бывают разные. Бывают болезни тела, бывают болезни души. Вот вижу, что плохо себя чувствуете, и уже как будто бы рукой на себя махнули, привыкли, смирились, так и живете. Вижу, что исцеление возможно, и исцеление вы обретете. Вы, может быть, что-то делать начнете, что-то принимать, применять, какой-то подход использовать. И прям будете ощущать, что вам все лучше и лучше, лучше и лучше. Вот об этом вы можете рассказать всем. О том, что вам помогло конкретно. Может быть, это какие-то медикаменты, может быть, это какая-то, не знаю, лечебная физкультура, может быть, это какой-то образ жизни. Вот об этом рассказывайте. Рассказывайте, помогайте другим. И вам поможет, и вы своим опытом другим людям поможете. Так, не ждете вы каких-то бумаг официальных. Но здесь с правой стороны приходят бумаги. Бумаги, которые вам дают право на что-то, либо что-то вам разрешают. Этим бумагам вы будете безумно рады. Вот правда, вы сначала не поймете, потом как поймете, у вас эмоции на целых 2 дня, а то и на 3 хватит, вот этих положительных эмоций. Это бумаги, бумаги с какими-то печатями, либо с гербовыми штампами, которые дают вам право на что-то, либо что-то вам разрешают. Бумаги, которые вы, либо устали ждать и уже ничего не ждете, либо в принципе не рассчитывали никогда получить. Вот такие бумаги идут. С правой стороны во благо. Во благо, в радость, опять же, для того, чтобы вы этим воспользовались. Да, грех будет таким не воспользоваться. Не всем такие бумаги достанутся, а вам точно достанутся. Так, еще вы не ждете, что какой-то мужчина проявит к вам интерес. Причем интерес личного характера. Будет оказывать вам знаки внимания, за вами будет ухаживать. Не сильно нагло, но и так, чтобы вы все-таки поняли, да, что вы ему нравитесь. Для женщины мужчина проявляется, а для мужчины проявляется женщина. Да, ненавязчиво, но вполне себе очевидно, да, человек будет к вам проявляться. Мне почему-то кажется, что у вас взаимность с этим человеком, что человек вам это давно нравится, давно вы этому человеку симпатизируете, но вот как-то не случилось, да, не получилось. И тут, смотрите, такая активность идет в вашу сторону. Если нравится, если нет никаких преград, даже если и есть преграды, то тоже не важно. Если вы друг другу нравитесь, почему нет? Дороги вам открыты. И совместная дорога открыта, и ваша дорога открыта, и человека этого дорога открыта. Здесь прекрасная пара может сложиться. Да? Здесь все может получиться. Так что неплохо. Так, еще вы не ждете возможность за что-то зацепиться. Видите, крючок прям вышел. За что-то вы зацепитесь, за что-то важное, ценное и полезное. Вот в прямом смысле слова полезное. Сможете за что-то зацепиться, приобщиться к этому, поучаствовать в этом, как долю свою получить в этом.
Здесь как будто бы вас не хотят принимать, брать, либо от вас это скрывали, да, что есть такая вот возможность что-то получить, какие-то блага, может быть, как-то к чему-то вот прийти, приобщиться, а вы сами своим умом дойдете, вам высшие силы покажут, подведут, да, подведут, за руку возьмут, да подведут. Вот, вы, пожалуйста, там не стесняйтесь, как говорят, дают, бери, бьет, беги. Да, ни в коем случае не отказывайтесь. Сможете зацепиться, ну, считайте, что вы себя обеспечили. Ну, либо помощь для себя обеспечили, либо какими-то возможностями себя обеспечили. Не сможете зацепиться, ну, дальше пойдете, другие возможности будете искать. Но вижу, что все-таки цепляетесь. Вон крючок, видите, какой большой у вас. Но это тоже, это неплохое, это хорошее. Просто от вас это скрывали, либо там как какой-то круг избранных, да, которые имели на это право и ото всех скрывали эту информацию, сами этим пользовались. Ну и вы зацепитесь, почему нет? У вас, я вижу, получится. Ну, если скромничать не будете. Так, еще вижу я, что что-то скоро закончится. Закончится, причем в один момент. Вот такая большая жирная точка падает и восклицательный знак. Закончится то, что было для вас болезненным. Закончится то, что было для вас мучительным. Закончится то, что было для вас травмирующим. Вы все разные. У каждого были свои условия, свои обстоятельства. Но вот одним моментом это все заканчивается. Я бы даже сказала, там, 1 минутой. Да, 1 часом, 1 минутой. Вы этого точно не ждете. Вам кажется, что это невозможно, чтобы это закончилось, но оно закончится. Все будут удивлены, вы больше всех будете удивлены, но вот вижу, что точка и восклицательный знак дальше идет. Все, конец, закончилось. Не могу конкретизировать, вы все разные, но что-то очень важное, тяжелое, мучительное закончится. Чуть выше вижу у вас подарок. Причем подарок непростой. Ценность большая у этого подарка, ну, либо стоит он очень дорого. Но если ценность, то, скорее всего, какая-то редкая, уникальная штучка. Может быть, даже какое-то наследие, родовое наследие. Может быть, вещь раритетная, либо какой-то вот прям редкий экземпляр, да. А может быть, что-то прям совсем новенькое, да, чего нет у других людей. Но либо стоит эта вещь очень дорого. Такой подарок вы получите. Вы его достойны, вы его заслужили, вы его получаете. Я не могу сказать, кто будет дарить, но судя по стоимости, ценности этого подарка, будет дарить тот, кто вас действительно и любит, и ценит. Да, не просто так вам это дарят. Не случайность это. В этом есть какой-то смысл. Любовью окутанный смысл. Большего не скажу. И еще вижу, что какая-то ложь рассеется. Не все, но кто-то из вас прям живет во лжи. Вот ложь прям повсюду вокруг вас, это ложь. Это все рассеется. Правда всплывет на поверхность, ложь и рассеется, и уйдет. Те, кто лгали, те, кто врали, сами во всем признаются и сознаются. Тут, конечно, вас ждут достаточно серьезные открытия и потрясения, но все равно вы будете рады, что ложь ушла, что ясность пришла, что больше нет этого всего, тумана этого лживого больше нет. Вот этому вы больше всего порадуетесь. В самом венце у вас 2 человека вместе подкову образовывают. Видите? Подкова, но подкова состоит из 2 людей. Это союз. Причем союз не простой, а по судьбе союз. У одних это любовный союз, у других дружеский, у третьих деловой союз. Союз очень успешный, обоюдовыгодный. И я бы даже сказала, что этот союз много счастья людям принесет. Много счастья. С кем-то вы сойдетесь. Кто-то в пару, кто-то партнерами станет, кто-то вместе сотрудничать будет. Ну вот и счастье, и радость, и все у вас получится, все будет замечательно. У одних отыграется, что сойдетесь вы с тем, кого знаете, но у других отыграется, что совершенно малознакомым человеком сойдетесь, но тем не менее союз очень счастливый получается. Быстро сойдетесь, решения будете просто мгновенно принимать.
но решение будет абсолютно правильным. Союз. По судьбе вам этот союз. Вот. Счастье свое обретаете, радость свою обретаете. И вижу, что от одиночества избавляетесь. Причем избавляетесь как-то раз и навсегда. Вот сойдясь в этот союз, каким бы он ни был, вы более себя никогда одиноким человеком не почувствуете. И это просто очень замечательное чувство, потому что вижу, что боитесь вы одиночества. Хоть вы к нему и стремитесь, но в одиночестве вы себя очень некомфортно чувствуете. Но одиночество больше и не будет в вашей жизни. Вот надежный партнер, либо близкий человек, родной человек у вас точно появится. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.